Здравствуйте, Тамаз Мурманович. Я рада, что вы согласились принять участие в нашей программе. Вопрос, в принципе, один. Итоги уходящего года. Есть что рассказать? Да, есть что рассказать. Побеседуем, много интересного. Тогда добро пожаловать в нашу Спасибо. мини-студию. Спасибо. Какая работа была проведена за 2015 год и какие основные пункты, важные пункты вы можете выделить? Основные пункты это реализация целевых программ в части обеспечения лекарственными препаратами различных категорий наших граждан. Бесплатного обеспечения имеется в виду больных с сахарным диабетом. У нас есть отдельная целевая программа по инсулинотерапии. Это программы детские, в плане лечения детей до года и старшего детского возраста по поводу различных неврологических заболеваний. Противотуберкулезная программа. Государство полностью обеспечивает лечение этих пациентов. Это программа, связанная до сегодняшнего дня по гемодиализу хроническому. Какие основные трудности, с которыми столкнулось Министерство здравоохранения в течение этого года? Это были вопросы, связанные с погашением долгов по лечению наших пациентов за пределами республики. Это в том числе прошлогодний долг. Все это надо было, естественно, нам закрыть для того, чтобы в дальнейшем осуществлять лечение по показаниям за пределами республики. Это имеется в виду высокотехнологичная медицинская помощь. Значительное количество средств нашего бюджета уходит на финансирование лечения этой категории граждан. В целом, конечно, мы с этой задачей практически справились, если не считать там определенные какие-то сбои в работе, но они всегда бывают, к сожалению, не все бывает гладко, но тем не менее мы старались, чтобы свои обязательства и то, что было намечено, это выполнить. В этом году у нас были подписаны договоры с научным центром здоровья детей, Московский центр, федерального значения, с научно-исследовательским институтом экстренной детской хирургии и травматологии, который возглавляет всем известный профессор Рошаль. Мы заключили договор с экоцентром, и совершенно недавно с одним из ведущих в России научных медицинских центров имени Алмазова был подписан буквально недавно. К нам приезжал директор этого центра Евгений Владимирович Шляхто, академик. Эти соглашения предполагают достаточно широкий спектр сотрудничества. Он касается и оказания нашим гражданам высокотехнологичной медицинской помощи. Это содействие этих научных центров нам здесь, в Абхазии, в наших лечебных учреждениях, создать определенную базу для лечения этих больных. Это подготовка, переподготовка наших специалистов на базе этих центров. И кроме того, это широкое научное сотрудничество. Как результат этих договоров наши граждане получают в этих медучреждениях, российских медучреждениях, бесплатную помощь, или все-таки наш бюджет будет оплачивать эту медицинскую помощь? Выделяется определенное количество квот по различным направлениям, скажем, кардиохирургия или нейрохирургия, и эти квоты мы используем по тем федеральным учреждениям, которые обозначены для оказания этой помощи нашим гражданам. Соответственно, есть и другой вариант, договорной, конкретно с каким-то учреждением. Он предполагает оказание медицинской помощи на коммерческой основе.
То есть это опять-таки за счет нашего бюджета, и государство никогда здесь никому не отказывало. Есть категория граждан, которые считают, что им отказали в оказании медицинской помощи, я имею сейчас в виду за пределами. Кто определяет, кому нужна помощь именно наших местных специалистов и в каких случаях надо выезжать за пределы Абхазии? Для того, чтобы определить, нуждается данный гражданин, пациент в лечении за пределами республики, он должен пройти соответствующее обследование в наших учреждениях. В частности, вот в центральном учреждении, республиканская больница, где сконцентрированы все специалисты различных направлений, путем консилиума, различных обследований, они приходят к заключению, что данный пациент действительно нуждается в лечении за пределами республики, в том или ином специализированном учреждении. И только в этом случае, если мы не можем предоставить ему у нас, в наших условиях, эти возможности, тогда он будет направлен туда, с кем у нас есть определенные договоры. Лечение за пределами республики за счет нашего бюджета, это, конечно, очень большая ноша для нашего бюджета. И мы здесь должны четко определить, кого мы можем и должны отправлять, а кого мы можем и должны лечить здесь. Отношения клиники ТОП АСУТА и Республики Абхазия давние и прочные. Большой поток пациентов с этого берега Черного моря израильские врачи ощущают на протяжении многих лет. Теперь же эти отношения будут еще более тесными и позволят жителям Абхазии лечиться в Израиле на льготных условиях. Делегация Министерства здравоохранения прибыла в Тель-Авив для подписания меморандума о сотрудничестве. Связи между ТОП АСУТА и Абхазией приобретают официальный характер. Случаи, когда государство какой-либо страны идет на тесное сотрудничество с частной заграничной клиникой, на самом деле происходят нечасто. Но репутацию ТОП АСУТы по праву можно назвать безупречной. Клиника хорошо известна в Закавказье. В Гаграх и Гудауте, в Сухуме и Пицунде живут люди, которым спасли жизнь израильские специалисты. За частную клинику во время встречи поручилось даже руководство крупнейшей израильской больницы АСУТа. Во время своего визита делегация из Абхазии смогла убедиться в том, что медики ТОП АСУТа на несколько шагов впереди всех. В клинике применяется диагностика на основе ДНК, виртуальные методики, позволяющие на самых первых порах выявлять нарушения и заболевания, в том числе и онкологические. Проводятся сложнейшие операции дистанционным методом по разработкам НАСА. Многое из того, что увидели абхазцы, в принципе, не имеет аналогов в мире. Увидели очень много интересного, очень много полезного для нас. И самое главное, значит, мы увидели тот спектр вопросов, где мы могли бы сотрудничать. Теперь между Абхазией и клиникой ТОП АСУТа будет налажен серьезный обмен опытом. Абхазские врачи смогут приехать на стажировку в Тель-Авив, участвовать в операциях, работать со всей инновационной техникой ТОП АСУТа и осваивать самые последние медицинские методики. А израильские специалисты клиники ТОП АСУТа будут лечить тех пациентов, которым помочь в Абхазии пока не могут. Вы в этом году были в Израиле, подписывали договора, встречались со многими специалистами. О каком сотрудничестве идет речь и как это отразится на здоровье наших граждан? Мы посетили Израиль, посетили много учреждений медицинских, и в первую очередь это была одна из крупнейших клиник, которая входит в десятку самых крупных клиник. Это клиника АСУТа. Причем известная не только в Израиле, но и во всем мире. Познакомились с работой этого центра, мы познакомились с коллегами нашими, докторами, пообщались с ними. И заключили с ними соглашение. Соглашение о сотрудничестве, которое предполагает научное сотрудничество, образование наших врачей. Они готовы оказывать на своей базе эту помощь, подготовки наших специалистов по различным направлениям. И, конечно же, лечение наших пациентов в том числе предполагается этим соглашением.
Все самое лучшее в мире в плане науки и технологий сконцентрировано в этой клинике. Есть ли пациенты, которые получали медицинскую помощь в Израиле? Чаще всего пациенты наши едут сами. Вот. Но и были те пациенты, которых мы отправляли по линии нашего здравоохранения ввиду того, что вот этой категории тяжелых больных было отказано в дальнейшем лечении во многих других клиниках, к сожалению. Тамаз Мурович, не могу не задать, хотя вопрос не очень удобен, по поводу выезда наших граждан в Грузию за получением медицинской помощи. Может ли как-то Минздрав влиять на этот процесс? Ну, Минздрав никаких рычагов здесь не имеет, естественно, мы никого никуда не отправляем, вот. Но и запрещать людям ездить туда, куда они хотят, мы тоже не можем, это не входит в наши функции. Тем более есть разные обстоятельства, мы же понимаем, когда вот пациентов вывозили и, наверное, вывозят вот, для оказания этой помощи, потому что она с их точки зрения может быть быстрее или эффективнее, не знаю. И такие случаи есть, и, конечно, человеку запретить, чтобы он не ездил во имя спасения жизни себя или своего ребенка, например, мы не можем. Мы не вмешиваемся в этот процесс никак. Поэтому мы говорим о том, что у нас вот, на территории Абхазии, да, нам необходимо укреплять материально-техническую базу и подготовку кадров. А что конкретно для этого нужно сделать? Мы на сегодняшний день не завершили, кстати, обеспечение наших учреждений, вот тех, которые после реконструкции вошли в строй. Большая часть оборудования пока нет, но оно будет, естественно. Самое главное – это подготовка кадров. Это вузовское, послевузовское образование и вообще непрерывное образование. Непрерывное образование врача – это не только интернатура и ординатура клиническая. Это курсы усовершенствования, курсы специализации, это участие в научно-практических конференциях, симпозиумах, съездах. Кстати, мы активно в этом плане тоже работаем и осуществляем подготовку специалистов, сами ездим на съезды. И в будущем году мы планируем создать здесь определенные центры, кстати, по части лечения больных, в том числе с вирусными гепатитами, и по совершенствованию оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мы очень активно этим занимаемся, но пока рано об этом говорить, но есть определенные проекты. Мы планируем проведение здесь у нас научно-практических конференций с участием ведущих специалистов крупнейших центров в России, таких как Бакулевский центр, центр Алмаза, кардиоцентр и так далее. И, кстати говоря, вот это сотрудничество с Израилем, оно также предполагается, совместные научные мероприятия, они готовы с нами работать. Вот в том же Израиле я имела возможность задать этот вопрос врачам, спрашивала по поводу, как они отслеживают этот процесс, чтобы у них были хорошие специалисты, как они работают в этой области. И, как выяснилось, очень сложно поступить в медицинские вузы Израиля, и туда могут попасть очень образованные абитуриенты, выпускники школ. Участвуют ли в процессе отбора выпускников, которые поступают в медицинские вузы России, наше Министерство здравоохранения? Минздрав в этом никак не участвует, потому что это все-таки система образования. Да? Мы говорим о том, что вот нам нужны вот эти специалисты. И мы формируем свой бюджет в соответствии с тем, что вот нам нужно там 5 педиатров, 2 инфекциониста или там 3, скажем, анестезиолога. А вот сам процесс отбора, лимитирования, там, экзаменов и так далее, здесь мы прямого участия как бы не принимаем. Министерства образования, получается. Да,
По идее, да. Хотя я считаю, что Минздрав здесь должен играть более важную роль. Законопроект о запрете абортов. Позиция Минздрава в этом вопросе. И это будет поправка именно к закону в Конституции, или же это закон о здравоохранении? Ну, насколько я знаю, речь идет о законопроекте о здравоохранении. И вот в рамках этого закона есть соответствующий пункт, который вот был принят недавно, да, во втором чтении в следующей редакции, что искусственное прерывание беременности налагается полный запрет, ну, за исключением антенатальной гибели плода. Вот. Позиция Минздрава в этом вопросе известна. Мы категорически против полных запретов абортов в части медицинских показаний. Минздрав говорит о том, что вот эти показания запрещать нельзя, поскольку есть заболевания, которые сопутствуют беременности и могут возникнуть в ходе беременности, и эти заболевания несут прямую угрозу здоровью и жизни женщины. Это общеизвестно, это постулаты научные, обоснованные. Это те руководства, которые являются основой для работы всех служб родовспоможения. Поэтому я не говорю сейчас о социальной какой-то стороне, это как бы не мой вопрос. А как врач говорю, что медицинские показания для абортов запрещать нельзя. Это приведет к росту материнской смертности. Это приведет к увеличению случаев, к сожалению, криминальных абортов, в том числе путем приема различных таблеток, сами беременные это будут делать. Не говоря уже о том, что будут принимать другие препараты, препятствующие развитию беременности, которые в свою очередь в дальнейшем может привести к бесплодию, к другим осложнениям. Я уже не говорю о том, что будут выезжать за пределы республики, кто им запретит. В целом, безусловно, мы против абортов как таковых, если это позволит улучшить демографическую ситуацию и так далее, но медицинские показания запрещать ни в коем случае нельзя. Спасибо вам за интервью. За это время, пока я вела программу Агойсра, я узнала нашу медицину изнутри и знаю, где болевые точки и как трудна профессия врача. С какими сложностями сталкиваются наши медики каждый день. Поэтому я вам желаю удачи и буду болеть за ваше ведомство. И вам удачи, здоровья. Спасибо. Программа Агойсра впервые на экране абхазского телевидения появилась 3 года назад. За это время было подготовлено 132 выпуска. Гостями в студии побывали 112 человек. 132 темы были освещены в эфире. Эту картину можно назвать могилой автомобилей после автокатастроф. Это не настоящие мы, но зато виртуальный мир исполняет все наши мечты и желания. И это всего один пункт, а интернет привлекает нас своими безграничными возможностями. Увидеть самим и показать телезрителям, где правда, а где вымысел. Насколько все плохо, есть ли решение и в чьих оно руках. Программа Агойсра в поисках объективной оценки. Съемочный процесс всегда проходил в веселой атмосфере. Даже тогда, когда обсуждали тяжелые темы, мы избегали уныния. Абхюсл губзезеру, по губзерезмо абхюса губзерезмо ахшарал хылт. Это суфлер тандел и чекчангли. Способность рационально организовать собственный труд, то есть неторопливо. Да что такое, не понял. Операторы Артур Каланди, Сергей Каджаев. Режиссеры Джамбул Жорданя и Беслан Магулан.
соведущим стал хирург-эндоскопист, доктор медицинских наук Руслан Смыр. Лабораторные исследования. О них мы будем говорить сегодня. Перечислю те виды исследования, которые мы проводим. Столько терминов сказали, что наши зрители сейчас скажут, ничего не понятно. Через 2 года его сменил врач-онколог Батал Кация, ныне заместитель министра здравоохранения. Чтобы вы стали рупором. Затем нашу программу вел нейрохирург Олег Оторба. Вопрос не совсем приятный, наверное, будет, но все-таки мы обязаны его озвучить. Сосудистый хирург, молодой врач Алхас Канджаря, тоже пробовал себя на этом поприще. Ачба Зураб Амехович. Существует ли договоренность какая-либо? Нет-нет, дорогие телезрители, это не конец. Попрощаемся мы с вами чуть позже. А сейчас продолжаем. Находимся в республиканской больнице. И не просто так. Здесь проходила большая часть наших съемок. И здесь же работают из 4 3 доктора, которые вели когда-то программу Агуэйсра. Сейчас они на рабочем месте, нас не ожидают. И мы подготовили для них сюрприз. Хотите узнать, какой? Оставайтесь с нами. Обстановка в республиканской больнице очень знакома. Не ошибаемся. Найдем нужное отделение. Здесь нас знают в лицо. Мы частые посетители. В нейрохирургическом отделении случайно встречаем Олега Оторба. Хотели бы вас поблагодарить за то, что вы находили время и вели программу Агуэйсра, в какой-то степени были телеведущим, чтобы вы помнили о нас. Вручаем такую номинацию «Самый креативный телеведущий программы Агуэйсра». Ну, было бы актуально, наверное, для меня, как для врача. В 2016 году я всем желаю крепкого здоровья, чтобы приходили сюда к нам только поздороваться. Дальше направляемся в отделение сосудистой хирургии. Доктор Канджаря спешит к пациенту. В руках медицинский снимок. Наша встреча для него неожиданная. В качестве сюрприза вот такие памятные фотографии. И мы выбрали такую номинацию «Самый обаятельный телеведущий программы Агуэйсра». Хотелось бы, конечно, чтобы она продолжалась. Может быть, не в роли ведущего уже буду не я, может кто-то другой, но тем не менее программа очень познавательная, очень хорошая. Здесь же мы узнаем новость. Отделение хирургии переехало в новый корпус. Мы в поисках доктора Руслана Смыр. Вот и его кабинет. Хаким Эйхабы, старший ординатор Смыр Руслан Александрович, доцент, кандидат медицинских наук. Я горжусь, что когда-то я вела с ним программу Агуэйсра. Коллеги говорят, что он на операции. Операционный блок в другом крыле. Хорошо ориентируясь, благо опыт работы позволяет, мы направляемся туда. Ждать пришлось недолго. Вот и Руслан Александрович, уставший. За сегодняшний день 2-я операция. Но встречает нас с улыбкой. Говорит, не ожидал. Мы подружились на этом проекте. Ты стал и другом, и советником. Я все время к тебе обращаюсь по медицинским вопросам. Хотели сделать небольшой сюрприз от нашей редакции на память, как первому телеведущему. Здесь мы и написали первый и самый ответственный телеведущий программы Агуэйсра от редакции нашей программы на память. Чтобы все были здоровы, успешные, благополучие всем нам, нашему народу, нашей стране. Мы переместились в онкологическую больницу. Здесь тоже проходили наши съемки студийные. Именно сюда мы приглашали гостей своей передачи. Здесь же работает 3-й ведущий программы Агуэйсра, а ныне заместитель министра здравоохранения Батал Кация. Он совсем не ждет нас. Стучим. Здравствуйте, Батал Ривазович. На память от нашей редакции мы подготовили вот такой сюрприз Баталу Кация в номинации «Самый трудолюбивый телеведущий программы Агуэйсра». Спасибо вам большое. У меня самые приятные впечатления от той работы, которая была нами вместе, она проделана. Вот, думаю, она пошла на пользу. Вот, но результаты будем пожинать, я думаю, чуть позже. Большое спасибо. Всех с наступающим Новым годом. За время существования нашей программы мы посетили почти все медицинские учреждения, некоторые и не раз.
Приходилось снимать и вовсе страшные кадры. Некоторые съемки проходили по несколько часов подряд. За качественную работу не могу не поблагодарить отдельно еще и одного человека. Хочу рассказать и сказать спасибо оператору программы Агойсра, который денно и ночно, и на выходные во всех районах Абхазии, во всех больницах проводил съемки. И никогда я не слышала от него жалобы на усталость. Артур Каландя, ты заслужил эту номинацию «Лучший телеоператор года» от редакции Шижибзиап Сынтыла и программы Агойсра. Спасибо Удачи. большое. Всем спасибо. Увидимся в следующем сезоне. Но не спеши. Почему? Агойсра закрывается, но мои идеи не заканчиваются. Увидимся в другом проекте. Увидимся. До свидания. На сей раз до свидания.